ты живешь этой мыслью о том, чтобы сделать такого, чтобы количество художников увеличилось, в моем случае. И потом думаешь, так, есть такая платформа, маршрут, почему бы и не подать? Действительно, форум возможностей. В прошлый раз Мария Маздоева отстаивала идею пляжного волейбола в республике. Цель достигла. Сейчас перед ней другая задача – проведение мастер-классов по ИЗО с детьми ОВЗ. Название проекта говорящее. Художница успешно прошла 2 этапа, но на последнем из-за ошибки в системе проиграла. Об участии не жалеет. Всегда новые эмоции, новые впечатления, новые знакомства. Участвую, как вы сказали, не в первый раз, но на этот раз было очень много образовалок. Мой мозг просто переполнился огромным количеством информации. После этой лекции я поняла, какие ошибки я допускала по написанию того или иного проекта. И все же победитель-земляк в первой смене есть. Муслим Евлоев защитил свой проект и получил грант в 300 тысяч рублей. Парень хочет выпустить подкасты. Это серия аудио-видеопередач. Муслим планирует приглашать людей, добившихся успеха в бизнесе, творчестве и в других сферах. Посетили Машук не только те, кто представлял проекты, но и активисты и волонтеры. Одним из направлений на форуме стало добровольчество. Все образовательные программы были очень яркими, познавательными. И так как у нас есть множество проектов по добровольчеству, было очень много знакомств с нужными, приятными, скажем так, людьми, с которыми мы в дальнейшем хотим сотрудничать. Может быть, даже будет проект совместный. Задача форума на этот раз – помогать ребятам развивать свои села, города, регионы. Помимо мастерской добровольчества есть и другие направления. Мастерской социального предпринимательства машуковцев познакомили с подходами и ценностями бизнеса. Всего эксперты Машука по итогу первой смены рекомендовали к присуждению грантовых средств 12 проектов на общую сумму более 3 миллионов рублей. В очном формате приняли участие 450 активистов. Всего от Ингушетии должны поехать 30 человек, по 10 в каждой смене. КДМ ежегодно помогает ребятам с проектами. Главное – правильно все заполнить. В этом году форум претерпел изменения. Отменили много культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, и они в основном сделали акцент на образовательной части. То есть, начиная с 9 и заканчивая до 10 ночи, была образовательная программа. Ребята из первой смены предлагали всего 2 проекта. Во второй смене 10 человек и все с проектами. Так что это в разы увеличит шанс на выигрыш грантовых средств. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.